Добрый вечер. Я очень рад, что здесь. Я первый раз в Беларуси. И надо сказать, что мне здесь очень понравилось и с первого момента, и не только природа, но главным образом люди, которые здесь сердечные и хорошие, очень-очень похожи на чешских. Я снял с Булата Куджавом 2 фильма, и я с ним познакомился немножко ближе, и потому я переводил некоторые его песни. Zví na pecičku pokorně uložím do teplé hlíny. Hrévu políbím, očesám, když hrozený obtížil. Srdce na lásku naladím, pohostím přátele víny. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil. Jen se scházejte, přátelé, já pro vás mám pohoštění. Zpříma dejte mi znát, jakou pověst jsem si vysloužil. Snad mi za hříchy pošle Pán své laskavé odpuštění. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil. Ирджи Вондрак, режиссер документального кино, работает на чешском телевидении в Праге. Автор и исполнитель собственных песен, горячий поклонник творчества Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. Их стихи он переводит на чешский и поет на своих концертах. Abych v černobílých si hlavu do dlaní položil. Я думаю, что поэзию Акуджавы понимают люди во всем мире, да? Что она не только русская, что она интернациональная. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло шар земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Пришел за мной мой друг, журналист. Если я помогаю, если я бы хотел ему помочь с Акуджавой, да, а я думал, что это женщина, да, а я люблю женщин, я сказал, да, Акуджава очень вкусно, очень хорошо. А он принес мне на бумаге свои переводы текстов Акуджавы, да, и показал мне Акуджаву на фотографии. Вот. А я сказал, вот такой дедушка. Но мне очень понравились эти переводы, содержание текстов. А он попросил меня, чтобы я, если мне понравится, чтобы я сделал чешские стихи, чешские варианты стихов Акуджавы и спел, потому что я бардом, был бардом. Так я познакомился с поэзией Акуджавы, но я от первого текста влюбился. Это очень глубокие, очень умные, очень красивые, человеческие, главным образом человеческие. Но я пропал. Наш герой – один из представителей европейской творческой среды. Интересно, что, по его словам, как личность, он сформировался в эпоху социалистической Чехословакии, у которой тогда были далеко не самые теплые отношения с Советским Союзом. Я был хиппи, мне было 14 лет, такие волосы, да, и цветы во волосах, и такие брюки, да. Еще в основной школе, мне было 14 лет, пришел, это было в 1968 году, да, приходили советские войска к нам, советские оккупанты, и русский язык никто не хотел, да. И пришел старый учитель к нам в класс
и сказал, что кто имеет интерес о советскую и классическую русскую литературу, фильм и поэзию. И никто не хотел, да. А я сказал, у меня есть интерес, потому что мне мой отец, когда я был малый, читал Пушкина, да, рассказы Пушкина. И мне это очень понравилось. Ну и потом мы были с целой школы, мы были 3 или 4, которые посещали клуб советской культуры. Да. Ну, дураки были эти, которые не пришли, потому что мы там видели все фильмы Бондарчука, Шукшина. Да. Мне понравился «Красная калина» Шукшина. Да. Я плакал, как ребенок этого. Это чудесный и красивый фильм. Егорушка, миленький, что с тобой? Успокойся, что? Егорушка! Ой. Ну, Егорушка! Ведь это же мать моя! Мать моя, мать! Потом я видел, как царь Петр женил араба, да, и там был Высоцкий, черный мужчина, да. Это в первый раз я видел Высоцкого. Это начало, и потом что было возможно читать, да, все читал, всю поэзию, всю литературу. Мне очень нравится Гоголь, Некрасов, да, Тургенев, очень люблю Тургенева, Чехов тоже очень люблю, Шукшина. Я имел в жизни такое огромное счастье, что познакомился с Акуджавой и его поэзией, и его песнями, да. Эти песни, эту поэзию понимают люди во всем мире. Если на выходе, на западе, на севере, на юге, все равно. И вдруг я понял, что в Праге друзья, которые тоже переводят на чешский язык Акуджаву, Визбора, Высоцкого, Галича и так дальше. Váňo, koukni na ty bambuly, to budou asi komici. Jak mají zmalovaný pápuly a vypadají jak opici. A hele, tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je známá věc. Ty si no na šváru mi šahe, ať si jaký chce dáš. A to s tím ksichtem to sem netáhej. Koukni, jak sama vypadáš. Конфликты были. Например, я в одном городе исполнял программу по Акуджаве, и в перерыве, в половине концерта, пришел за мной такой мужчина из чешского КГБ и сказал, концерт окончается, вы играете песни против социализма, против коммунизма. Я сказал, что нет. Он сказал, вот я слышал в первой половине, кончаем концерт, и вы пойдете со мной на милицию, да, на полицию. А я сказала, почему? Это советский бард, это советские песни, это советские тексты. Он живет в Москве, вот этот бард. А чешский КГБ испугался, сказал, но не все знают, что он советский. А я сказал ему, каждый знает, да, каждый идиот знает, что Акуджава бардом в Советском Союзе. Он сказал, ну я идиот и не знаю, я тоже идиот и не знаю об этом. Tebou se skláním, má bezbřehá epocho poznání. A vzdávám ti hold, lidský rozum nad rozumem. A líto mi je, že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem. A líto mi je, že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem. Меня от начала интересуют барды, литература, театр, режиссеры, да, писатели. А я начал благодаря Акуджаве. В 90-м году, это было осенью, меня познакомили
с одной девушкой, которая прилетела из Москвы, которая хотела какие-нибудь связи с чехословацкими людьми, с чехословацкой культурой. А мне познакомили, она пригласила меня в Москву. А я 3 дня до конца 90-го года пришел в Праге на аэропорт, и я видел очень старую машину Аэрофлота, да, которой мне было полететь в Москву. Я нормально боюсь в самолете, да. И если я видел эту старую машину, я пошел в магазин и водку купил, и выпил. Пришла Алинка Петровна и спросила меня, с кем я хочу встретиться в Москве, что я хочу видеть. А я сказал, Высоцкого уже нет, послезавтра, пожалуйста, Акуджаву. И это была такая мечта, это был юмор. Но на другой день, когда я проснулся, голова болела. И она пошла к телефону и дала мне телефон. И там было, алло, здесь была Акуджава, кто там? Я сказал, это юмор, нет? Она сказала, нет, это Акуджава. Я сказал, ладно. А Акуджава сказал, что вам надо? А я хотел ему сказать, как мы в школе учились, шоколада. А сколько вам? Я сказал, ну, что я хочу? Я хочу вас поздравить, чая попить, да, и в Чехию пригласить. А он сказал мне, хорошо, приходите завтра, минут 5. Да. И на другой день, это было 30 декабря, один день до конца 90-го года, я к нему пришел, ну, что вы бы хотели за 5 минут сказать барду и поэту такого формата огромного? Я рассказывал какие-нибудь дурачества, я уже не знаю. Ну, потом я увидел, мы были в Переделкино, да, на его даче писательской. Это самая маленькая дача в Переделкино, на улице Довженко, 11 было. А в угле была его маленькая гитара, очень старая, на которую, или с которой он пел все славные баллады. И я попросил его, я дурак, попросил его, если бы, я сказал, пожалуйста, господин Акуджава, возьмите гитару и, возможно, чтобы вы бы для меня спели какую-нибудь песню. Да? Это я сказал ему. Он так посмотрел на меня и сказал, нет. Ну, извините. А потом он понял, что я иностранец, что немножечко дурак. А сказал, и почему мне петь? А что мне петь? А я сказал, ну, я хотел бы, если вы бы спели «Голубой шарик», песню о голубом шарике. Он, зачем шарик? Это ваша самая красивая песня. Он немножко улыбался и сказал, о, нет, у меня лучшие песни. А я сказал, ну, а я не все ваши песни перевел на чешский язык и пою на чешском языке. А он сказал, так, не я, но вы споете мне «Голубой шарик». И дал мне свою гитару, и я, Булат Акуджава, спел песню «В голубом шарике» на чешском языке. Pláče děvčátko, balónek mu letěl, lidi říkají neplač a balónek letí. Pláče nevěsta, ženich nepřišel, lidi říkají neplač a balónek letí. Proč pláče žena, muž ji opustil, lidi říkají neplač a balónek letí. Pláče stařenka, užila jen žal, balónek se vrátil, modrý balónek. 4 razy já pěl ему песню о голубом шарике. А потом
Мы говорили, он спросил меня, которые его песни мне еще нравятся. А я сказал, что почти я пацифист, мне очень нравятся его военные баллады. Он сказал, это ненормально, вы пацифист, понравятся баллады, почему? А я сказал что-нибудь в том смысле, что он знает, о чем поет. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Мы говорили 1 час, полтора часа, 2 часа, 3 часа. У меня были друзья на снегу. Это был декабрь, да, минус 20, минус 30 градусов, да. Они ждали там 3 часа. И после 3 часов я сказал, господин Акуджава, я хотел бы вас пригласить в Чехословакию еще, да. А он сказал, хорошо. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Концерт в Брно состоялся лишь с 3-го раза. Первые 2 попытки были неудачными. Один концерт сорвался из-за болезни Булата Шавловича. Ему срочно была нужна операция на сердце. Когда не состоялся 2-й концерт, мне позвонил Булат Шавлович на другой день, как чешская публика, да, если были злые или что. А я сказал ему, что не все хорошо. Он сказал, Юрий, знаете, возьмите камеру и приходите ко мне. Да, я на камеру скажу чешским читателям и зрителям, что вы не виноваты, что виноваты мои болезни. Я приватно взял камеру, оператора камеры, оператора звука и аппаратуру для звука и приехали в Москву. И это был первый документ, на котором я работал. Да. И Булат Акуджава был очень симпатичный, уже здоров. Мы снимали в переделке, но в этой даче, да, в этой рабочей, где я был в первый раз в 90-м году. Он говорил о себе, о своей семье и о трагедиях своих родителей. Его отца убили сталинские коммунисты. Мама была в тюрьме на Сибири. Да, он видел в первый раз маму, когда уже был молодой человек после войны. Не хотел говорить о войне. Говорил о натуре русского человека, о политике, о Ельцине. Говорил о Высоцком, когда встретились с Высоцким в последний раз. Какая разница между поэзией Высоцкого и его поэзией. Былое нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром... Это самая маленькая дача в Переделкино.
Паленок яр, заскочить хоть на четверть часа. Это интервью коренным образом изменило судьбу Ирджи. Именно с него начался его путь на телевидении и работа в кинодокументалистике. В результате появилось более сотни документальных лент, которые востребованы и в Чехии, и в других европейских странах. Ирджи Вондрак не только снимает фильмы, он еще и пишет книги. Это моя 10-я книга, да. Это было так, что несколько студентов, молодых людей, которые за мной пришли после моего концерта, не знали имя Акуджавы. Да. Слышали что-нибудь, что какой-нибудь Высоцкий, а Акуджава, что это? Как что это? Кто это? Это был один из самых больших поэтов и бардов русских. Потому я сделал компактный диск с моими переводами и с переводами моих друзей, в моем исполнении интерпретации 13 песней, и потому я написал вот эту книгу. Значит, сейчас наш хозяин Ирджи споет мои песни в своей интерпретации. Мне это очень nравится. Dokud se zem ještě točí a umí slunce hřát, dej, Pane Bože, každému to, co by měl tak rád. Ať moudrý na hlavu spoléhá a zbabělec na koně. Šťastnému dej hodně peněz a nevynech ani mě. Мы договорились, несколькие барды, мужские и женские, Оленка Залеская здесь, в Белоруссии, и решили сделать серию концертов в 7, сейчас уже 7 землей. Чехия, Словакия, Австрия, Украина, Россия, Белоруссия, да. А что забыл? Нет, 6 землей сейчас, да. Ну и 6 интерпретов из этих 6 землей, да. И каждый споет одну песню во своем переводе или во своем языке и одну песню на русском языке, да. Ну и мы сделаем из этого фильм, да, и во всех землях, которые я сказал, и в больших землях, посмотрят, что политика не это главное, что это главное поэзия, и чтобы люди были вместе. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж безсилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Брно освобождали тоже солдаты из Белоруссии, да. И в самом далеко от центра города, в самом конце Брно, там место называется Красная гора, а там 300-400, это кладбище, да, и там 300-400 советских солдат, да, и до сегодня каждый год приносят люди из Брна цветы, да. А в центре города, в центре Брно есть такой памятник, огромный памятник советским солдатам. Когда я поехал в Белоруссию, да, мои другие сказали, что в Беларуси опасно, да, что надо взять кушание,
в Белоруссию, да. Это, к сожалению, виноваты чешские журналисты, да, которые по политике плохо информируют, да. Я не знал почти ничего, да. Но наоборот, надо сказать, что мне здесь фантастически нравится, что природа фантастическая, она главным образом люди. Мне все здесь нравится. А когда я вернусь в Чехию, буду рассказывать.